Добрый день, с вами юрист Лезин Алексей Владимирович, город Самара, и мы продолжаем разговор о порядке защиты автолюбителями своих прав при общении с сотрудниками ГИБДД. И сегодня мы поговорим о таком праве автолюбителя, как право заявлять ходатайство об истребовании сведений. Действительно, в соответствии со статьей 25.1 Кодекса об административных правонарушениях, автолюбитель имеет право заявлять ходатайство. И этих ходатайств бывает несколько видов. Соответственно, одним из видов ходатайства является ходатайство об истребовании сведений. В каких случаях можно заявить такое ходатайство, чтобы установить определенные обстоятельства, которые могут повлечь прекращение дела? Дело в том, что при составлении протоколов периодически сотрудники ГИБДД используют технические средства, например, и чтобы проверить, действительно ли данное техническое средство имел право использовать сотрудник, допустим, видеокамеру, либо какие-то другие средства, может быть, алкотестер, все что угодно. Главное, чтобы это было техническое средство, и, соответственно, в материалах дела отсутствовали какие-то данные о том, какое это именно техническое средство, откуда оно взялось и, соответственно, на каком основании сотрудник ГИБДД его использовал в своей деятельности. Вот, допустим, по вашему делу сотрудник ГИБДД использовал какой-то прибор. Вот, вы знакомитесь с материалами дела и видите, что там каких-то сведений о том, на каком основании сотрудник использовал данное техническое средство, нету. И у вас, возможно, есть определенные сомнения, либо вы даже не сомнения, а есть даже убеждение какое-то о том, что техническое средство было испорчено или показывало недостоверные результаты. И, соответственно, вы хотите проверить вот именно данное техническое средство, то есть действительно ли оно результат показывает правильно, или могла быть допущена ошибка. Также вы можете хотеть проверить, какой порядок использования данного технического средства и как должен был инспектор его использовать в своей деятельности и правильно ли он это делал. И тоже хотите узнать, откуда взялось это техническое средство, действительно ли это руководство выдает сотруднику или он использует свое личное техническое средство. То есть у вас возникает ряд определенных вопросов по делу. Вот, но ответов в деле нету. И действительно вам здесь стоит, и вы можете и имеете право на это, заявить ходатайство об истребовании сведений о данном техническом средстве. Вот, естественно, вам нужно знать тот орган, где находятся данные о данном техническом средстве. Но в любом случае вы в случае необходимости можете их уточнить, и, допустим, сам сотрудник в качестве свидетеля, будучи опрошенным, может такие пояснения дать. Ну и использовать другие источники информации, допустим, объективные какие-то и сведения из общих источников, из нормативно-правовых актов. В любом случае с этим моментом вы разберетесь. Вот. И это необходимо делать, необходимо запрашивать сведения, потому что действительно, может быть, то техническое средство, с помощью которого получались какие-то определенные результаты, делались замеры или брались пробы, оно просто-напросто было неисправно. И если вы установите данный факт, то в дальнейшем, естественно, это может послужить основанием для освобождения вас от ответственности, отмены протокола, ну и, соответственно, будет полностью прекращено производство по делу. Вот. Если вы же, в свою очередь, не запросите эти сведения, то вы рискуете именно получить неоправдательные постановления, неоправдательное решение по делу, а наоборот, суд может сослаться, допустим, на то обстоятельство, что вы не заявили соответствующее ходатайство, и факт нарушения при использовании такого-то технического средства не был установлен. Поэтому вы обязательно эти сведения все запрашиваете. Естественно, есть определенная презумпция невиновности, и в силу закона иногда инспектор обязан представить в суд данные документы на данное техническое средство, но в любом случае вам лучше не рассчитывать на других лиц, а лучше самому производить активные действия, устанавливать факты по делу и
И если они будут в вашу пользу, то, соответственно, у вас намного больше шансов именно прекратить производство по делу, добиться справедливости, если вы будете себя активно вести и запрашивать необходимые сведения. На этом у меня все. С вами был юрист Лезин Алексей Владимирович, город Самара.